и смотрели, как наши ребята были на экскурсиях и смотрели церкви разных конфессий. И особенно наша церковь, первая, в которой мы были, меня поразила. Вот эта католическая церковь, эта сестра, которая там служит, это действительно Божий человек. В каждой церкви, в любой конфессии есть настоящие христиане. Может, там отклонения какие-то есть, если кто-то ошибается, может. Ну, а к евреям вообще мы должны относиться непредвзято. Это Богом избранный народ, потому что мы не имеем права их судить. Поэтому все мы христиане. Те, кто верит в Отца, Сына и Святого Духа, мы все христиане. И мы должны быть достойными этого высокого звания. Христианами впервые нас были названы в Деяниях апостолов люди, которые верят в Иисуса Христа. И поэтому я вам хочу еще раз сегодня прочитать стихотворение «Христиане». Католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто в христианстве главный? Кто первый? Кто десятый? У всех исповеданий единый крест страданий, но разное учение. Где верное течение? Поставлены границы, все спорят, где же лучше молиться и поститься, где правильнее учат, где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовы сбываются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно догадаться, в какой открыть храм двери, чтоб Богу поклоняться. Католик, православный, баптист, пятидесятник, кто первый, кто десятый. Нам задают вопросы о вере, о учении, а во Христе все просто. Одно Он дал учение, сказал одно: любите и истине служите. Любовь всему основа, вот благодати слова. Название не важно, не имена спасают. К Христу приходит каждый, кто истины желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы и ни церквей убранства. Христос, вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня, и отличить несложно воистину Господних. Они живут любовью, не дорожат собою, не держатся названий Христовы христиане. Католик, православный, баптист, пятидесятник. Кого возьмет Бог в славу? Не первых, не десятых, но тех, кто в Сыне Божьем для неба был готовым, и отличить несложно воистину Христовых. Они придут к Иисусу, и тот своих не спросит, в каком ты был союзе, название чье ты носишь. Всем тем, кто жил по вере, Христос откроет двери, получат оправдание Христовы христиане, и скажет им Спаситель: в небесную обитель войдите. Желаю вам быть всем настоящими христианами. Вы достойны этого, вы такие сейчас. И оставайтесь всегда такими, дорогие. Спасибо.